Assalamu alaikum, hurmetli tыңнаучылар. Hoş geldiniz bizim canlı berilişimizge. Hamiz günler biz ötkerебиз berilişlerini. Bugün ne de biz çakırdık kino aktörünü bizim berilişke. Biraz alda премьерада болду bir кинону Дагыстанда ва Саулай Россияда. Осуялы biz ойлаштык yarar edi bir o kinonun hakkından da söylemege, Dağıstan'da kinoların hakkından da söylemege ve Savlay Rusya'nın içindeki kinoların hakkından söylemege. İn başlap bağışlayбыз biz bugün bizim berilişimizni orus tilde yürütecekбыз. Nege tüglese bizim konakны kurdaşları, bu kollegaları şu kino цехтан Олар тілеген еді, шу эфирін орысша етсегіз, бізде аңнайған күйдеге барды толы күйдеге сұрауланды, жауапланды. Осаялы бүгін берілішімізді иншалла орыс тілде ете жақпыз. Баяғылай bizim форматыбыз 1 saat мен сұраулар беремен, yarım saatin içinde siz сұраулар бересіз қонаққа. Сүйсегіз, бұлай тура күйдеге сес бұлан сұраулан беріп оласыз, сүймесегіз, Оны yazıp olasız ahırgı postda sorularınızı. Busa başlayman prezentatsiyadan. Bu bizim konakны 5 sekund. Мирзабеков Арслан Камильевич родился в Махачкале 20 сентября 1976 года в семье художников. Отец его Камиль Арсланович, а мать Наталья Алексеевна. С 1978 года по 2000 он жил в городе Грозном, Чеченской Республике, а в 1997 году окончил Дагестанское художественное училище имени Джемала. В 2005 году окончил факультет культуры Дагестанского государственного университета по курсу «Актерское мастерство», и в следующем году он начал свою карьеру актерскую в кино. Первая работа была роль Казбича в фильме «Герои нашего времени» режиссера Александра Константиновича Котта. С тех пор он принял участие в 50 работах в кино, даже больше, и является действующим членом Союза кинематографистов России, заслуженным артистом Республики Дагестан. Арслан Камильевич, ассаламу алейкум. Салам алейкум, джамат, всем дагестанцам, всем, кто нас слушает. Очень приятно, что вы сегодня с нами. Я объяснил всем перед эфиром как раз, что мы сегодня будем на русском языке беседовать, так, чтобы ваши коллеги по цеху, ваши товарищи, которые попросили именно, чтобы все было на русском языке сегодня, чтобы они хорошо понимали. И приношу прощение перед нашей аудиторией, которая всегда ждет только на комикском языке контент. Вот. Но ничего страшного, я думаю, мы начнем просто, знаете, с того, что мы начинаем обычно. Очень интересно бывает персональный жизненный путь героя наших эфиров. А именно, знаете, мы спрашиваем, атаны юрту, ата юрт, не юрттур деп сұрайбыз. Какое у вас родовое село, да, там, откуда вы родом? Джунгутай. А какое-то время... Отец всегда считал своим селом Карабузакен, потому что там вырос в детдоме. Понятно. Понятно. А вы так было дело, что вы жили в селе, или же только в городе? Я в городе только. В городе, в Махачкале, наверное, да, детство провели? Нет, я до 2 лет жил в Махачкале, потом мы переехали в Грозный. Всю свою сознательную жизнь, можно сказать, рос там, учился там, в школе, в городе Грозном. Сююнч Кала мы ее называем, так на кумыкском языке, город Грозный. А вот город Грозный в вашей молодости, это что это за город? Вот чем вы можете описать его? Это очень красивый город.
кто-то звонит со стороны, нам будут все равно... Ничего страшного. Сейчас я попробую выключить это дело. Так. Город Грозный, конечно, для меня оставил теплые воспоминания, близкий, родной, красивый город, в котором прошло все мое детство, юношество. Сейчас какой он есть? Кто-то говорит, что он стал там, как Дубай. Мне все равно ближе тот старый Грозный. Да, люди говорят то, что это совершенно другой город после реконструкции, естественно, да, там по объективным, наверное, обстоятельствам немножко поменялся. Вот. А у вас, получается, мать русская была? У меня мать была полячка. Полячка даже, да? А язык польский знаете? К сожалению, нет тоже, наверное. Какие-то, может, пару слов. А вот знаете, интересно бывает, как получилось так, что кумык встретил полячку? Он взял ее в плен. А учился он где-то... Они учились тоже в художественном училище имени Джамала вместе. И там вот познакомились и поженились. Угу. То есть интересно, знаете, что вот как вот родители, на ваш взгляд, повлияли на ваше творчество вообще? Конечно, я рос в семье художников, и мама художник, и отец художник. Отец был одним из, я вот не знаю, один из первых, второй или третий, одним из первых председателей Союза художников в Дагестане. Молодым он стал, там, в 23 года, по-моему, если я не ошибаюсь, председателем Союза художников. Трудолюбивые люди были такие, которые работали целыми днями, оформляли, будем говорить, республику своими работами, поднимали искусство. И я, конечно, рос, крутился все время среди их искусства, находился рядом и получал, конечно, тоже художественное образование, первое мое образование. Вот это просто потому, что пример родителей? На самом деле где-то, да, все-таки они и настояли на том, чтобы я становился художником. Как-то вот все-таки, если мои сейчас друзья смотрят, они все равно скажут, он должен был стать актером. А вот почему родители принимают решение переехать именно в Грозный? Тут несколько причин. У меня сестры, одна сестра болела, у нее с почками была проблема. И, мол, типа воздух влажный не подходил, что-то еще. В общем, и плюс ко всему отцу еще предложили место главного художника в театре Хампаши Нуродилова в Грозном. Художника-постановщика. И как бы вот плюс вместе с местом, в смысле на работе, ему понравилась вот природа, все, и как бы... Пошло-поехало, как говорится. Казалось бы, недалеко. Раньше все-таки это было как-то... Никто не смотрел, да, в какой-то республике, где рядом, в принципе, все. А вот тот период, как раз это 90-е годы, период войны, получается, и вы учились в художественном училище, не было ли каких-либо опасений в тот момент? То есть, получается, ваше детство прошло в Грозном, который находился, вот мы понимаем, да, в какой ситуации, как военное положение и так далее. Это некоторое разрушение, может быть, надежд,
Может быть, вы хотели вернуться, допустим, в Грозный? Какие-то планы у вас были? В Дагестане Слава тоже богу, я не был неопределенность. в Грозном во время войны, поскольку я там брал академический, я вот вернулся в каком-то из перерывов, сейчас точно не помню, и сдал диплом и уехал обратно. Ну а так, в моем воспоминании все 90-е практически это я провел в Грозном. И несмотря на это, вы все равно выбираете вот этот художественный путь, да, как говорится. Во время таких неопределенностей, да, назовем это так, тем более не сильно обращаются к творчеству художников. Ну, я не хотел бы добавлять героизма к этому. Ну, так получилось, просто надо было закончить. Как раз был какой-то промежуток между там войнами, перерывчик, и пришлось приехать, сдать экзамены. А потом идет какой-то перелом, да, в жизненный, потому что вы решаетесь поступить на актерское мастерство. Почему именно актерское Ну вот мастерство? тогда мы уже как раз переехали обратно в Махачкалу после того, как у нас там дом разрушило, там уже деваться некуда было, нужно было возвращаться домой. Мгм. То есть, ну, в Дагестан домой, да, и мы приехали в Махачкалу, здесь начали строиться. А так все мое детство проходило среди театров, актеров, и все-таки меня туда как-то тянуло, и вот, в принципе, если так прямо говорить, Ислам Амашевич Казиев меня прихватил. Он меня сразу, ну, это отца хороший друг, во-первых, и он сказал, тебе надо туда, вот, к нам, и все, Мгм. и поступай. А вот получается, вы еще и в театре работали, да, в тот период, когда учились? Я ставил, как художник ставил спектакли параллельно, пока учился, да, Мгм. несколько спектаклей мы сделали. А вот вы обучались, получается, актерскому мастерству в Дагестане. Да. Но все знают то, что самые крутые школы именно кино, актерского мастерства, наверное, в Москве находятся, по моим предположениям. Вы не хотели именно туда поехать и там проучиться? В какой-нибудь мастерской? Правильное предположение, конечно, но, Азамат, так случилось, что я учился здесь, и я пришел туда уже осознанно взрослый, к этому делу подошел. А, а все-таки все же зависит от желания, хочешь ты этого или нет. Некоторых, ну, в каком-то еще, может, молодом возрасте приводят, и они еще не всегда все понимают, учатся, заканчивают. Кому-то везет, кому-то нет. Это такая профессия. Тут из 3000 абитуриентов может человек 10, может даже меньше попасть в кино. Да, конечно, было бы интересно там отучиться, но я получил очень хорошую школу у нашего известного имама Магомедовича Акаудинова. Мгм. Мгм. У Басыр Насыровича Магомедова, которые в данное время работают в Кумыкском театре. Это наши звезды, наши известные, самые лучшие, я считаю, актеры, потому что у них база, хорошая школа Советская классики, еще. которую они получили в Москве. И они с Ага. такой любовью мне это с удовольствием отдали, что я впитывал все, что вот они мне дают. Я считаю, что я честно принял все, что они мне дали. Это хорошо. Вот вопрос следующего характера. Там в 2006 году, получается, выходит там картина, и где вы играете роль Казбича. Одна из таких ключевых ролей, мне кажется, в этом произведении, если мы и литературу даже, если разбираем и смотрим.
школьную. Как так получилось, что вот удалось попасть в этот проект? В кино сложно попасть, на мой взгляд, вообще в кинопроекты. Вот такая немножко интересная история, не знаю, длинная или нет. Я как раз уже заканчивал университет, уже вот диплом. Я уже, сейчас я не помню, я как раз сдал, по-моему, только диплом. И в русский театр к Мавлет Даниловичу Тулпарову прислали вот такой запрос. На роль Казбича искали, значит, людей. Ну, он раздавал всем, кого считал он нужным. Ну, там должна была подходить фактура, возраст, там. Ну, где-то и мне досталась такая вот, значит, штука. И я был приглашен на пробы. Мгм. Приглашен, и это было очень смешно. Я получил, значит, вот это вот приглашение сначала от Тулпарова. То есть я отдал свои фотографии ему и все, и забыл. Где-то через месяца полтора-два мне кто-то звонит. Ну, там я оставил и телефонные данные, все. Кто-то звонит, и была такая суматоха где-то в городе. Я что-то спрашивает, что мне так показалось, что кто-то прикалывается надо мной. Мгм. Я начал также немножко нагло отвечать. Да, да, конечно, конечно, я умею. Там спрашивали, а умеете ли вы ездить на лошади? Да, конечно, умею, я говорю. Кто у нас в Дагестане не умеет ездить на лошади? Ну, и, в общем, мне сказали, что вот такого-то числа хотели бы видеть вас на пробах в Мосфильме. И я тогда уже только понял всю серьезность предложения. И поехал на пробы в Москву. Предложил Александр Коту свой вариант. Сначала побегал по лестницам. Это мы пробовали фрагмент, где Азамат ворует лошадь у Казбича. И вот весь его трагизм, это все-таки его друга украли, самого Да, близкого да, да. коня. Вот. И я там достаю так якобы, это называется беспредметное действие, Мгм. якобы свой кинжал, у меня его не было на мне, и отрубаю себе палец. Он остановил всю эту съемку, пробы, ходит, курит, и мне говорит, что ты сейчас сделал, можно сказать? Я думаю, дурак, зачем я это сделал? Зачем я что-то себе там нафантазировал? Я говорю, что сделал? Я достал, говорю, кинжал и отрезал себе палец. Но я говорил очень уверенно. Мгм. А зачем? И тут вот где-то, когда-то я слышал, что горцы успокаивали свою душевную боль физической Мгм. болью. Мгм. Для горцев было легче перенести физическую боль, нежели душевную. Плюс ко всему на пальцах есть какие-то нервные окончания, которые могли успокоить. Но это было когда-то якобы очень давно, в древности. Какая-то легенда. Вот я никак не могу вспомнить, откуда это взял, но что-то то ли читал, то ли слышал, то ли что-то. В общем, ну вот я такое сделал предложение, ход. И он ходил, курил, и опять я думаю, вот я дурак, зачем мне надо было это? Отыграл бы то, что есть по сценарию, и все. И вдруг он в итоге говорит, а слушай, а если мы тебя даже не возьмем, мы можем это, говорит, в сценарий внести? Я говорю, да, конечно, какие проблемы, говорю, это не мое личное, говорю, пожалуйста, говорю. И вот это я уже понял, что я где-то чуть-чуть зацепил. Мгм. Он мне сказал в итоге в конце такую фразу, что я пока ничего не обещаю, но нужно тренироваться. На лошади ты должен брать барьеры. Э, Ты сказал, что ты умеешь, но барьеры не каждый, говорит, даже скакун берет. В общем, поэтому нужно будет тренироваться.
Я сказал, никаких проблем, я уже даже сейчас умею. Хотя на тот момент я лошадь видел где-то на полянках издалека, даже не знал, с какой стороны к ней подойти. И я приехал сюда, в Дагестан, и сразу пошел наш конный клуб «Джигит». Сейчас вот, к сожалению, не помню фамилии нашей Айшат, которая там раньше работала. Она тренировала там детей, и, в общем, она взялась по рекомендации меня обучать. Она научила меня правильно просто даже сидеть, залазить, садиться на лошадь без стремя, как горец должен запрыгивать на лошадь. Ну, все азы до барьеров, будем так говорить. Я уже брал барьеры где-то в конце лета, а осенью началась съемка. И я тренировался, еще не знал, что меня утвердят, не утвердят. В итоге меня утвердили на эту роль. Да, та самая Айшат сейчас работает с Джамалом Махтибековым, да, они вместе в сцепке по вот разведению коней и по обучению и всему остальному, я так Вот ей понимаю. большой привет, если она Я нас думаю, она слушает, тоже в это школе вообще. посмотрит, это интервью, надеюсь, вот. И ей большой С привет и большой благодарность. благодарностью к ней, только так, никак по-другому. А вот скажите, пожалуйста, вот в этом фильме что было самое сложное? Это же первая работа, получается, в кино. Что было сложного в самом киноискусстве, в процессе продакшена, да, так называемого сегодня? Ну, я как человек, который оглядывается и сам себя ругает, я считаю, что самое сложное было не переиграть, хотя с меня чего-то такого требовали. Они же не всегда понимают, что кавказец это не только вот такой человек, по идее это не такой человек. И вот они что-то от меня хотели все время такого, чтобы прям аж скулы скрипели. Ну, я все-таки где-то, видимо, поддался под это. Я так понимаю, смотря этот фильм, что я там много чего переиграл. Надо было намного сдержанней, передавать глазами какие-то моменты, действиями больше, а не эмоциями. А вот были ли какие-то методики, или вот до сих пор, может быть, вы используете методики, системы, там, потому что мы знаем, что есть история с системой Станиславского, которую используют даже западные там, актеры. В вашем случае это что? Далеко не ушел, скорее всего, Станиславского. То есть вам нужно Просто поверить в то, что пропускаю вы через себя. Что тоже Станиславский. пропускаете. Ну, конечно, надо обязательно, по-другому как. А вот можно ли назвать какую-то самую запоминающуюся роль в кино, которую вы играли, на ваш Ну, взгляд? как сказать, Азамат, на самом деле сейчас я должен сказать, что самое будет у меня запоминающееся, это э, роль в фильме «Аманат». Во-первых, даже больше, чем моя, больше роль, которую сыграл мой мальчик, сын мой. Мгм. Я уже так даже говорю, мне есть чему поучиться. То есть этот герой, который маленького играет Джамалудина, это ваш Который сыграл, собственный да, сын? маленького Джамалдина. Он тоже, получается, хочет быть актером, да, когда вырастет? Ну, тут такой вопрос. Я не, во-первых, не заставляю. Могу помочь в итоге только. Но не знаю, скорее всего, он еще пока думает. Хочет ли он, не хочет, пока думает. Потому что все-таки он от меня услышал, знает, что актером стать-то можно, а ну, выйти в кино, сниматься, что-то там получить, это опять-таки же
Ну, все от Всевышнего. Дано будет, будет. Нет, нет. А есть ли какая-нибудь самая сложная роль, которую вы можете вспомнить? Запоминающийся вы сказали, а самая сложная? Но самое сложное, наверное, «Салам, Москва» есть такой фильм. Это сериал. Мгм. Я играю там аварца, бандита. Киллер, убийца, который а, со своей душой оказался человек, с внутренними переживаниями, у него семья есть. Ну, фильм на самом деле такой тяжелый, сам по себе весь фильм тяжелый. Он как раз о межнациональных отношениях, о том, как к нам относятся, как мы относимся. И вот э, такая, ну, сложная была работа насчет моего персонажа, конечно. Ну, плюс ко всему сложная, потому что я еще говорил много текста на аварском. Мгм. Так же, как, в принципе, и сейчас в Аманате тоже я проговаривал почти весь, не почти, а весь свой текст на аварском, хотя аварцы, конечно, заметили там. Несостыковки, да? Вот смотрите, вы упомянули то, что играли там аварца и еще раз играли аварца. Есть такая история с тем, что у некоторых актеров есть стереотипная внешность, и какие-то прилипающие к ним роли. Вопрос, знаете, какого плана? Вам мешает ваша внешность? Ну, я где-то об этом, конечно, иногда, частенько иногда задумываюсь. Это не всегда приятно. Ну, что поделать? Ну, есть хорошие роли. Вот, например, даже если ее относить к запоминающейся. Я играл в фильме «Мамы чемпионов», это тоже сериал. А я играл там тренера, который идет по всему сериалу. Там такая история. То есть там роман даже с одной из мамаш русской женщиной, которая сначала не воспринимала меня, потому что я был кавказец. Ну, тут тоже вот эта проблема была, как бы ее подняли и сказали о ней. Ну, в итоге она растаяла. Там А вот в своей хорошая работе, тоже работа, очень такая, я считаю. в своей работе сталкиваетесь со стереотипами, и которые вам мешают? Ну, поскольку постоку уже начинает все намного становиться лучше на самом деле. Уже тает вот это вот напряжение, как человек, который все время уже с 2006 года работает в кино и получает какие-то предложения, от которых мне много приходилось отказываться. Я, например, не играю роли террористов. Это штамп, пятно, мне неприятно, мне не хочется. Зачем, во-первых, говорить, что мы ими можем быть. Вот. Это больше надуманная история все-таки. И это уже политика. Если миновать политику, то становится намного лучше, намного спокойней, дружелюбней в сценариях. Это замечаю я. Не знаю, может это от того, что рост какой-то идет, предложения уже приходят более интересные. Ну, пока вот так шло, было, что я какой-нибудь да бандит, мафиоза, гангстер, где-то комедийный, где-то серьезный. Ну, это было. Почему бы не показать это тоже? А была ли какая-то роль, которую вы бы хотели бы сыграть, но вам не дает вот эта история с внешностью, может быть, или стереотипами? Я всегда говорил, что я хочу сыграть Сирано де Бержерак. Пусть это даже не в кино,
на сцене, ну, это, в принципе, даже еще лучше. Но если бы это было кино, с удовольствием. Ну, я же не всегда вот могу быть такой вот, как сейчас, бородатый, меня можно подстричь, побрить. Ну, это работа такая. Где-то сегодня так, завтра так. Я считаю, что образ даже очень даже подошел бы мне. Мне так кажется, не знаю. Ну, много интересных на самом деле ролей, которых хотелось бы попробовать. Эдмон Растам мне, наверное, как-то вот запал в душу. Поэтому все равно Депеширак так пока что. Ну, не знаю, увижу ли это. Вы упоминали то, что у вас сын, получается, играл тоже роль в кино. И в связи с этим вопрос, порекомендовали ли бы вы эту форму деятельности кому-либо вообще? Ой, да, это такой сложный вопрос на самом деле. Кто-то может подумать, если я скажу, что 1000 раз подумай, это я сказал только из-за того, что вот у нас такой стереотип, там, не будь актером, выбери хорошую профессию, еще что-то. Но я все-таки считаю, что актер в кино это не, ну, какая-то все-таки своеобразная история. Кино, оно есть, во-первых, оно должно быть. Мы через кино много чего показываем большему формату зрителя, поскольку ну, к телевизору сходить легче, чем в театр. Театр не все любят, может быть. Хотя театр это, конечно, это прародитель всего актерского, так если говорить. Но посоветовать стать актером человеку просто так посоветовать, конечно, не посоветую. Если есть дар, есть какой-то, есть фактура, есть данные, то, конечно, посоветовать могу, но одновременно объясню, что это очень тяжелая профессия. Все думают, ну что там он сыграл там. Это очень тяжело. На самом деле, ну, например, если опять-таки же вернуться к кино, да, в принципе, в театре там 1000 репетиций перед тем, как выйти с премьерой на публику. А в кино это один кадр, то тут, ну, бывает иной раз даже по 10. А когда была пленка, ну и того более дублей. Смотря от сложности самого кадра. Съемочный день — это достаточно долгая история, может быть, правильно? Ну, конечно, да. Это Мы, тяжелая, долгая история. Это труд, который ты приходишь и действительно просто не двигаются иной раз руки. Бывает съемочная ночь. Бывает день. А бывает после ночи, ну, тебя просят, хотя по закону должны дать выспаться, но просят, ну, где-то хотят сэкономить. Давайте снимемся еще в день. Мы вам дадим вагончик, и там поспите часик перед вашим выходом. Или 2 там. Ну, бывает так тоже. Редко, но бывает. Это такая нелегкая профессия. хотел бы узнать, вот вы упомянули про роль в одном киносериале, где вы играете роль тренера, и у него есть роман с одной из матерей, да, там, детей. У нас был в прямом эфире Наби Ахмедов, ваш коллега по цеху, который является актером театра МХАТ имени Горького в Москве. И тоже подобную историю как бы я ему задал. Я говорю, как бывает с тем, что, ну, он же транслирует образ все равно человека с Кавказа, как бы он представляет эту культуру, нашу культуру, там, кавказскую, дагестанскую, там, в частности, кумыкскую. И он говорит, у меня были многие предложения, где там
условно говоря, есть постельные сцены. Но он говорит, я отказывался в силу того, что я представляю определенную культуру там и так далее. Вопрос к вам. Вы пропускаете через такое же сито проекты, которые к вам поступают? Там, допустим, у него в театре то же самое бывает, Ну, говорит. на самом деле, пока, видимо, мой образ, слава богу, мне мешает. Ко мне пока таких чересчур серьезных предложений не поступало. Мы к этому вернемся как раз, когда будем говорить про Аманат чуть подробнее. Вот можете ли вы назвать как самого любимого вам актера, как бы, который вам нравится, может быть, как он играет? Ну, это в Из смысле российских по можно, из временном зарубежных характере может. разницы нету. Или выделить старых хороших актеров, которых нет, Вы можете не и ограничиться современных. одним, можно 3 назвать, допустим, к примеру. Ну, из старых я, в принципе, тех, которых с нами уже нет, очень многих люблю, на самом деле. Ценю их искусство, работу. Это очень люблю Папанова, Смоктуновского, Миронова. Ну, всех, будем так говорить, известные. Это те времена актеры действительно были Классика. классика, да. А из Классика. современных? Современных, ну, Игорь Петренко, мой хороший друг. Я сначала с друзей начну. А потом должен сказать, что Страхов тоже неплохой актер, очень. А потом, кого еще? Панина нету, Панин хороший был актер. Ну, тот Панин, не вот этот вот, Да, понятно, который понятно. нехороший. Все поняли. Да. Ну, А вот если так вот. вот 3 картины, которые вы бы выделили бы, сказали, вот это на меня так повлияло, или же какая-то отдельная картина на вас повлияла, или картина, которая вам нравится, В смысле, это тоже фильмы. как с Да, актерами. также можно, да. Кто-то говорит, нам нравится там условно творчество Тарковского, и на меня там повлияла какая-то картина его там, На и самом деле, она очень сложная картина, Тарковского я имею в виду. Не скажу, чтобы она на меня прям повлияла, прям сильно. Для нее надо было мне сначала дорасти до вот этого возраста, потому что сейчас я понимаю, что там, о чем речь, будем так говорить. А так, ну, что повлияло? На меня много хороших советских фильмов повлияло, действительно. Я очень люблю старое наше советское кино. Ну, просто сейчас могу устать перечислять, там, начиная там чуть ли не от «Бриллиантовой руки» и Остапа Бендера, и все, вся классика жанра, которая была в СССР. Это были действительно, вот это было кино, на самом деле. Я это люблю. Грузинские, данелевские истории очень обожаю. Много работ таких. Сейчас просто такой, да, от, от, от вопроса не могу вспомнить, может быть, что-то прям серьезно. сразу навскидку и не скажешь, потому что много Может, работ, наверное. да, может, и не сразу скажешь, что именно на меня повлиял. Ну, я думаю, что в общем таки работы наших, тех же, кого я перечислил, актеров советских и советское кино, оно на самом деле на меня хорошо повлияло. Свойством сильной личности является умение признавать какие-то ошибки свои и огрехи. А для актера, наверное, это свойство сильной личности актера заключается в том, что он умеет сказать, заявить о том, что у него была какая-то провальная роль или какая-то неудачная роль, если так можно назвать. Есть ли у вас такая роль? Ну, как бы это ни было странно, все равно туда отнесу первую свою работу. Это, я же говорю, я там прям
очень сильно хотел, видимо, показать всем, что вот я, ну, я там много чего переиграл просто на самом деле. Знаете, у вас есть еще режиссерский опыт, насколько я знаю. Я смотрел короткометражку, которую вы делали вместе с Махтибековыми на основе сценария Ибрагима Махтибекова. Вы были режиссером «Мой друг Цветок». Это представление, вот, один из представителей, этот фильм, можно так сказать, дагестанского кинематографа. Как вообще возникла история с этим, с этой картиной? Ну, как возникло? Ибрагим, честно говоря, его должен просто выделить как человек, который, иншаллах, во-первых, добьется, я надеюсь, скоро здесь начнет снимать серьезные фильмы. Человек очень такого твердого, хорошего, крепкого характера, который идет вперед крупными, хорошими шагами, пробивается прям через все трудности, и я думаю, все хорошее только впереди. Сын Мухтар очень грамотный во всех отношениях парень, тоже мы тогда вот работали. Получилась хорошая коллективная работа. Как пришли, ну, мне, в принципе, рассказали историю. Ну, я прочитал, по-моему, если я не ошибаюсь, в Фейсбуке Ибрагим выложил какой-то рассказ, и вот с этого родилась идея написать сценарий. И вот сценарий мы придумали такой вот, короче. Но это, наверное, не единственная ваша режиссерская работа. Ну, еще есть работа такая. Мы хотели сделать для министерства показную, то есть показать, что мы можем в стиле Данелли, что-то такое, давайте. И я хотел предложить нашему Министерству культуры начать снимать короткометражные притчи, которых у меня там от отца сложилось много. Я уже их даже расписал там, ну, над ними еще надо поработать. Я понимаю, что из них надо сделать дальнейший сценарий. Ну, такой есть еще вот короткометражный фильм «Кизяк добро, Кизяк тепло» я его назвал. А что, сейчас вы слышали, появился магнитик на холодильник? Кизяк. Да, Кизяк. Почему бы нет? Хорошая история, да? Да. А вот что вы думаете про состояние дагестанского или же кавказского кинематографа вообще? Ну, на состоянии развития, я думаю. Дай бог, чтобы нам Зачаточное? дали его открыть киностудию. Ну, киностудии на самом деле можно же открывать каждые там 5 минут. Сейчас никто не мешает. Это, по идее, такая коммерческая организация. А начать снимать. Сейчас, секундочку, у меня батарейка сейчас сядет. Угу. Сейчас все услышат. Все нормально. Так. Ой, что-то я сделал. Все нормально, все хорошо. Пошла жара в хату. Я же говорил, сейчас все услышат. Вот. Все равно, ну, это самый дорогой вид искусства. Кино. Поэтому без финансовой поддержки, конечно, здесь абсолютно, ну, практически ничего не сделаешь. Ну, а финансовую поддержку либо это олигархи должны поддерживать, либо Министерство культуры. Вот тут я, честно говоря, абсолютный ноль. С кем и как договариваться. Как эти деньги находить. Вот тут, я думаю, это уже к Махтибекову вопрос. Он в этом деле вот такой человек. Пробивной. Но на ваш взгляд... Поэтому я говорю, Аллах Беруша, он добьется, иншаллах,
Он Иншаллах. сделает нашу настоящую киностудию А дагестанскую. вот нужна ли вообще школа кино на Северном Кавказе? Своя школа кино? Ну, если есть перспектива снимать свое кино, конечно же, неплохо было бы. Понятно. Тогда мы перейдем к, наверное, животрепещущей теме, которая очень сильно волнует в последнее время дагестанцев, я так скажу. Это вот та самая картина «Аманат», которая как бы очень многих людей забеспокоила. И, допустим, историк Патимат Тахнаева тоже высказывала свою позицию по этому поводу, говорила то, что картина не соответствует историческим реалиям. В начале кино написано, что оно основано на исторических данных, вот, реалиях исторических, вот, но все переврали, говорят, как я понял, вот, из общего посыла. И как бы вы бы ответили, я понимаю то, что вы не режиссер, вы актер просто, который сыграл роль имама Шамиля в этом фильме, как и Наби, который сыграл роль Наиба имама Шамиля. Вот. Вы не отвечаете за общую концепцию, вы не отвечаете за сценарий, но вы участвуете в самом фильме, и как бы тут у меня на днях была жаркая дискуссия с моим товарищем Аварским, который говорил то, что это лучше бы такой работы не было бы, потому что она дискредитирует наш Дагестан, вот, и так далее. Причем, но я парировал другим, я говорил, хорошо, что есть такая работа, потому что есть с чем сравнивать, плюс еще там через такие работы формируются актеры, которые могут транслировать в дальнейшем наши ценности, когда появится наше кино. Как бы вы ответили, как сегодня говорят модно, хейтерам на все выпады? Ну, я должен такую вещь сначала сказать, чтобы всем было понятно. Из-за границы, то бишь с Турции, точно знаю, Азамат, мне показалась, картинка застыла. Вливается информация людьми, которые когда-то отсюда убежали, работая на какие-то там спецслужбы. И они, не видя фильм, абсолютно призывали к тому, чтобы просто не ходили на это кино всех. Это было прям страшное такое, прям поток. Работа Тахнаевой это такая же заказная штука, это однозначно. Это я прям уверенно говорю, потому что я ей советовал, ну, советовал, как ей лично не советовал, но кто-то мне говорил, а вот ты слышал, а ты читал. Я говорю, передайте, пусть сходит, посмотрит фильм. Так она же рецензию дала, уже, значит, смотрела. Я говорю, я по этой рецензии делаю вывод, что человек просто не смотрел фильм. Как я понял, она читала сценарий. Ей давали на оценку художественную. Бога, сценарий мог меняться прям раз 100 после того, как она его почитала. Так что, не посмотрев фильм, делать какие-то истерические выпады и показывать какой-то оскал, я считаю, это неправильно, так не должно быть вообще, тем более о критике, если говорить киношной, даже если просто, если ты как историк выступаешь, ну пойди посмотри, а потом уже что-то говори. Потому что там это явно видно было. Там говорится, что она пишет, что в те времена было предложено поменять сына Джамалуддина на княжен. Не пишет каких. Мол, типа имам Шамиль взял в плен вот этих княжен и предложил поменять на Джамалуддина. В кино этого якобы нет. Это есть в кино. На княжен Арабелиане, как же, там есть это ярко, четко сказано, что да, сам факт, как вот отдали, забрали
и передали Джамалудина, этого не снято. Ну, а зачем, если это говорится? Есть в сценарии, есть в фильме. Ну, человек, это какой-то заказ, я считаю. Это потому что наводили какую-то истерию. Лучше не ходите, не смотрите. Как так? Что значит не ходите, не смотрите? Кто-то мне писал даже какие-то угрозы там, с оскорбительными всякими фразами. Ну, ради бога, не всем должен фильм понравиться, не у всех же хороший вкус. Ну, смотрите, еще есть момент, да, как бы эти люди говорят, что слишком много откровения со стороны там Джамалуддина, получается, да, который уже во взрослом возрасте, у него роман там, и показывает эти все истории. Я сам лично тоже на картине не был еще, ну, просто я видел трейлер. В трейлере это видно, вот, и поэтому люди посмотрели трейлер, естественно, и говорят, а что туда идти? Там вот такой образ горца представлен, который вот... Ну, значит, они сами не все-то знают историю. Этот горец вырос в России, получил образование, получил воспитание. Это же много о чем говорит, правильно? Рос как статский офицер, который видел, как могли, знаете, да, мы это показали, потому что, я, честно говоря, на самом деле не хочу эту историю оправдывать сильно, потому что, да, я считаю, что чуть-чуть переборщили мы там с этим делом. Можно было немножко это сдержаннее, все так выдать, как бы, без поцелуев. Ребята, все мы живем в нормальной, обычной жизни. Да, мы это не рекламируем, но это кино. Тут в кино фильм про любовь, тут как бы для всего общего зрителя российского. И говорится о парне, который прожил, в принципе, большую часть своей жизни в России, воспитался там. И не знаю, почему бы нет. Я не защищаю на самом деле, но не хочу сказать, что в кино не надо показывать это. Может быть, со страстью поцелуев переборщили. Знаете, вот в этом контексте как раз-таки вопрос от наших зрителей, да, то есть, который был адресован, когда мы разместили анонс о встрече с вами. Вот один из пользователей говорит, стесняясь спросить, зачем нужны нашему народу актеры? Почему они нужны как никогда ранее? Мы ответили на этот вопрос, но хотелось бы от вас, может быть, услышать вашу позицию. Зачем вообще нужны актеры? Ой, я не знаю, как на глупые вопросы отвечать на самом деле. То есть это больше риторический вопрос, да? А вот есть еще одна позиция от другого пользователя, который считает, что тоже ненужная профессия, но при этом актерство – это выдавание себя за того человека, кем он не является. Это лицемерие, считают. Тоже есть мнение, как говорится, да, то есть, но при этом, при всем, есть другие возражения по поводу этого, то, что есть, допустим, Наби, который прям там же откомментировал, что есть Турция, пример Эртугрула, который транслирует определенные ценности, и турецкий кинематограф делает очень большую работу как бы по трансляции этих ценностей. На самом деле это опять-таки же определенные какие-то высказывания, лицемерие, не лицемерие, это тут, тогда я не знаю, этот человек вообще ходил ли в кино, смотрит ли вообще какое-либо кино.
Если не смотрит, если полностью отключил свое внимание от этого вида искусства, ну, тогда, наверное, он прав так считать. Я что могу ему сказать? Понимаете, на каждого не ответишь. Вот, на каждый выпад человеческий. Ну, что делать? Ну, одни так думают, другие так. Ну, дай бог, пусть останется с этим мнением, или что-то может случиться с головой. Мы переходим вот ко второй части нашего прямого эфира, когда гости тоже могут задать свои вопросы. Если у кого-то есть вопрос, можно его сформулировать, поднять, условно говоря, руку и задать напрямую. Сейчас вот некоторые люди пишут, вот Фатима Казакова лично хочет задать. Фатима, давайте. Обычно я, конечно, хочу задать. Добрый вечер. Во-первых, Аслана слышно очень плохо. Жалко, что там нет сурдопереводчика. Может, мы так поняли бы. Во-вторых, а как в образ-то Шамиля входил? Все-таки человек, я так прочитала биографию Арслана, человек, Шамиль это человек все-таки легенды и человек определенного образа жизни, он все-таки был горец. Арслан жил в Чечне большую часть, ну и в Махачкале. Ну, то есть городской человек, да, светский такой. Как в образ приходилось входить? Или просто вот заучил роли и пошел играть? Нет, конечно, я работал над этим. Я, Спасибо. во-первых, работал с самого предложения. Я сначала разговаривал с человеком, с продюсером Шамилем Джафаровым, который предложил мне эту роль. А точно ли ты решил, что это я? Потому что, по идее, на самом деле, я считаю, что я даже сейчас не дорос до этой роли. Но я хочу сказать, что фильм-то не о имаме Шамиле. Мне приходилось быть отцом своего сына, своего родного сына и сценического сына. Я думаю, что я неплохо сделал эту роль, как отец. Я извиняюсь, я не продолжила речь. Арслан, хороших, вернее, удачных ролей, дальнейшего роста. И мы гордимся, конечно, что наш кумык, ну, вот звезда, почти звезда российского, нет, звезда российского кино. Поэтому желаем от души всего самого хорошего, таких эпичных ролей, карьерного роста. Саул, конечно, в первую очередь. Ну и все, что ты себе вот пожелаешь. Спасибо. Спасибо большое. Вам тоже всего хорошего. Всех благ. Не слышу. Вопрос прагматичного характера. Какая роль была самая высокооплачиваемая? От еще одного подписчика вопрос. Самое оплачиваемое. Это надо сейчас договора все мои поднять на самом деле. У меня везде стабильная ставка, ребята. Во-первых, вообще, я считаю, неудобно. Я бы, например, ни у кого не спросил бы, сколько ты зарабатываешь. Это не считаю хорошим вопросом. Я понимаю, может быть, к чему ведут, потому что кто-то сказал, мол, типа, за сколько рублей продался, когда сыграл эту роль, кто-то даже там мне написал. Может быть, и не к этому ведет человек,
А на самом деле интересно узнать, какая была у меня большая ставка. Ну, это ставка, это съемочный день, ребята. И как, знаете, может быть 1 и 2 съемочных дня. От этого ставка растет. Если больше съемочных дней, то продюсеры с тобой разговаривают о том, чтобы снизить чуть-чуть твою ставку и договориться как-то так, чтобы я лояльнее отнесся. Это То есть такой очень неудобный вопрос, интересный я процесс, понимаю. которым я уже не занимаюсь. Есть у меня агент, который знает, как отвечать, как разговаривать. Потому что я в этом деле полный ноль. Если мне скажут, давай за 5 рублей, я говорю, давай. Ну, допустим, примерно, может ли актер зарабатывать столько, чтобы купить квартиру в Москве? Тут не Такой про актер, цифры как вопрос. я, навряд ли пока себе купит квартиру в Махачкале даже. Надо знать меня, как я живу. У меня тут дом весь вот до сих пор ремонты. Я как-то доволен, слава Аллаху, у меня есть крыша над головой. Так, вопрос от Гамидовой Саиды из Германии вам. Саида, микрофон можете включить. Сейчас заминка небольшая, она включит микрофон и... Geç yaxşı olsun. Eşitəsiz məni. Да, işlemiz. Mən bizim efir boluncağa da alda tübünə kommentariylən oxuğan soň bizə aktyorlar tarıqmı degan sorauğa cavab vermege süyəmen nağı. Саида, siz боламысыз? Geç koyğuz, bağışlağız. Orusça sorağınızı vermege nevet öylese tilegen. Постараюсь. Прочитав комментарии, Я плохо слышу, что говорят. Постараюсь на русском оформить свой вопрос. Я когда прочитала комментарии, прочитала, что нужны ли актеры нам, кумыкам, да, в данный момент. Хотелось бы ответить так, этот вопрос, конечно, очень сложный, но нам нужны актеры, нам нужны все люди, которые во всех сферах, работники во всех организациях, во всех сферах, как сказать, везде нужны кумыки. Пускай они будут, чем не будет их. Пусть люди развиваются, пусть люди, как сказать, не знаю, нельзя остановить человека. Эй, нам не нужен такой. Нет, такого нету. От уборщицы, считаю я, все актеры, не знаю, все во всех сферах нужны кумыки, нужны такие люди нам. Удачи вам, везения, хороших ролей. Да, пусть будет у нас тоже. Если они у других есть, пускай и у кумыков будет. Я не знаю, я не смотрела фильм еще, почему они так говорят, тоже не понимаю я. Но все равно пусть будет. В следующий раз еще злые, может быть, языки. плохо получилось. Все-таки кто-то же должен передать историю. Да. Историю Кавказа, Дагестана, кумыки, Ирчи Казака сыграть, Султанмута сыграть. Потом Хаджимурата кто-то должен сыграть. Ну, я не говорю, что это мне. Да, наша история и так-то она искажается. Сыграют ту или иную роль. И покажут все-таки своему потомству, какие были у них герои. Да. Спасибо большое. Всего вам хорошего. Копсаолус Саида. Вот тоже из Германии у нас один из наших активистов. Саида нам помогает наш проект вести. А вот вопрос, знаете, такого характера еще от одного гостя поступил. У актеров бывают ли сложности в плане психологической нагрузки, стрессов? Ну, понятно, что бывают. Как справляются? И бывает ли выгорание, когда вообще ничего не хочется делать?
Это вот сейчас современные психологи эту болезнь, конечно, раскрывают у людей такое состояние души, когда «отстаньте от меня, я вообще ничего не хочу». А у вас это бывает, и как вы справляетесь? Ой, ну, я не знаю, так прям ярко, ой, оставьте меня, я ничего не хочу, таких истерик у меня не было на самом деле, психологических срывов таких страшных. Ну, наверное, что-то бывало, когда умерла моя мать, мне не хотелось ничего делать, быть в уединении. Отец, когда покинул нас вот недавно, в 2019 году. Ну, а что делать? Ну, мы живем дальше, надо жить дальше. Я думаю, обращение к Аллаху, к Всевышнему спасает от всяких вот этих вот нападков на нас земных. Все вопросы, ответы там, у Аллаха, Господа миров. Помогает, то есть, получается, вам эта связь со Всевышним, получается, духовность это все-таки. Конечно. Просто некоторые ходят к психологу. Почему вопрос такой? Люди просто обращаются к психологу, с ним прорабатывают какие-то проблемные вопросы, да? У вас нету этого, в принципе. Ну, я не знаю таких проблемных. Как? Вы представляете, я прошел Чеченскую войну, увидел трупы, горелые трупы, так, чтобы чуть-чуть опишу быстренько. Страшные моменты, мне самому осколок в ногу попадал, друга передо мной, ну, одноклассника моего к забору осколком пришпилило, будем так говорить. Вот это вот жизнь, смерть на грани вот этого всего, ну, какие могут быть... У кого-то с головой действительно стало плохо, там даже у одноклассников есть такой у меня один, ну как, психически какая-то стала проблема, конечно. Но я надеюсь, что Аллах миловал, провел как-то через это все, вот через такие трудности, научил меня проходить более так сдержанно, спокойно, будем говорить. А можете поделиться какими-нибудь своими творческими планами на ближайшее время? Это правило номер 1, я никогда не рассказываю. Они потом не сбываются, я извиняюсь, Да? конечно. Да, реально. Есть, просто скажу, что есть 3 проекта, на которых я прошел пробы. Сейчас жду вот ответа. Ну, это такая вот у меня работа. Проходишь пробы, сидишь, ждешь. Я специально забываю об этом, чтобы потом, ну, как-то... Я научился, в смысле, не переживать, если мне откажут. Абстрагируйтесь, в общем. Бывает, на самом деле. Абстрагироваться — это самое такое качество хорошее. Идти дальше надо. Умение заниматься тем, что вот сейчас есть в моменте. Да, вот я перед тем, как сесть с вами в эфир, опрыскивал и подвязывал помидоры. Это очень хорошее занятие, которое всю жизнь занимался мой отец. Пытался приучить меня к этой земле, сажать самому. Все что-то как-то особо интересно не было. А сейчас я начинаю понимать, оказывается, какой интерес в этом посадить. Оно само вырастает, ты за этим ухаживаешь, поливаешь, окучиваешь, потом дает плоды, с позволения Всевышнего. Это такая интересная вещь, конечно, вот успокоительная. Вот она где успокоительная. Не надо никаким психологам. Возьмите, посадите что-то на балконе у себя, на подоконнике, ухаживайте, поливайте, и будет очень все хорошо. Можно даже с цветочком разговаривать. Вот Махтибеков вспомнит, если наш фильм «Мой цветок». Вот так. Арслан Камилевич, вот скажите, пожалуйста, с каким из ныне живущих или же когда-либо живших
людей вы бы хотели бы повстречаться и почему? Ну, на самом деле, такие вопросы сложные вы задаете. А вы думаете, у кумыков все просто здесь? Ныне живущих, если рассматривать, то я даже не могу сейчас сразу, вот просто у меня после ковида проблема, знаете, как трудно голова работает. Может быть, вот это мне сейчас мешает сконцентрироваться. Ну, это я, конечно, отмазки нахожу сразу, как актер. Вот. Ну, с кем бы я хотел повстречаться из ныне живущих? Из ныне живущих там много хороших людей, которые живут сейчас. Друзья мои, с Не, вы друзьями хотел. предположите, что есть человек, с которым вы не общаетесь, или несколько людей, с которыми вы вот встретились бы вот и пообщались бы. Может быть, переняли опыт, а может быть, знания, а может быть, просто вы бы их наставили наоборот. Ну, может быть. Я просто отдаю на волю судьбы такие вещи. Они от того, что я хочу, не всегда происходит. Происходит потому, что Всевышний хочет. А так, если из неживущих людей, я бы с удовольствием бы ответил бы на этот вопрос, но это уже невозможно. Я бы с удовольствием встретил бы маму, отца, но их уже нет. В этом контексте тогда вам еще один сложный вопрос. Аллах рахмат етсин, жанын атағызында, анағызында. Пусть Всевышний смилуется над ими, их душами. Мы живем в контексте и нашей религии тоже. Поэтому вопрос такой непростой будет именно в этом тоже контексте. Если бы вы узнали, что вам осталось жить 3 дня, как бы вы провели эти 3 дня? Раздал бы долги все, в первую очередь. Попросил бы у всех прощения. Ну и приготовился бы, читал бы шахаду. Что я еще за 3 дня успею? Хадж я не успею за 3 дня сбегать. Наверное, вот так вот. Кстати, были в хадже? Мечтаю, но пока не было. Может быть, стоит в следующем году попробовать или в этом? Иншалла. Я подавал в этом году в мечети, объявляли конкурс на разыгрываемые места. Но не дал. Пока нет, да? Таким образом пока не повезло. Надо будет обязательно, конечно, это сделать. Из вопросов эзотерики тоже. Снились ли вам какие-нибудь вещи и сны? Допустим, про какую-нибудь роль, которая вам там, или успех в какой-то картине? Ну, я не знаю, как роль, как читать, например, в смысле объяснять. Трактовать. Да. Ну, было так, что я летаю вот частенько перед какими-то важными событиями. Прям летаю, прям над людьми высоко могу. Вот это у меня бывает. В конце еще... Ты меня не отключил. Да, можно, поэтому, если вы хотите. Поэтому я продолжу. Задавайте вопрос, пожалуйста. Я как истинная кумычка задам вопрос, который обожают все кумыки. А из какого района или села Тухум? Откуда я? Да. Нет, где родился. Где родился, мы знаем, я читала биографию. Родился в Махачкале, переехал в Чечню. А мы все равно все определенно выходим из какого-то, скажем, села. Эндере, Яхсай, Казаниш. Джингутай.
Джингутай. Все, кумыкское любопытство удовлетворено. Можешь отвечать. Я джингутайский, да. Да, тогда перед финальным вопросом еще один вопрос. Если бы вы смогли бы вернуться в детство к себе, вот, что бы вы сказали бы себе, вот, школьнику, ребенку там и так далее? Какой совет, может быть, дали бы? Не смотри фильмы про Брюс Ли, а читай больше книг. Я очень много смотрел фильмов вот этих вот, где ну, то время, как только они появились. Хотя в это время я упустил большой промежуток, где нужно было читать. Понятно. Тогда финальный вопрос, он в формате у нас пожелания всегда проходит. Что бы вы пожелали кумыкскому народу? Ну, вы можете расширить географию, Кавказу, Дагестану, можете сказать, мусульманской умме, россиянам. Как вам комфортно будет в таком формате, вы можете пожелания дать. Ну, вот так я скажу, я всю жизнь прожил в городе Грозном, в Чечне, мечтал, тосковал о своих родных кумыках, о родственниках и вообще о кумыках. Поэтому я люблю свой народ. Это красивый, добрый, чистый народ, который не жадный абсолютно, гостеприимный. Это показывает все равнинные города, которые на нашей территории. Гостеприимством мы открыты, приходите, вот видите, как все происходит. Поэтому всему Кавказу, всему Джамаату, всей умме я желаю благоразумия, я желаю иногда не рассматривать сразу агрессивно многие вещи. Ведь в том-то и сила, что у горцев всегда было очень много спокойствия и мудрости в ответах. И они были короткие, четкие, дающие понятия. Всем желаю добра, мира и уважения друг к другу, которое мы, к сожалению, теряем в Дагестане вообще. Ну, я пока остановлюсь на Дагестане. Не надо рассматривать друг друга как национальность. Мы как одна общая большая нация, дагестанец, вот такая крепкая были. И сейчас что-то вдруг, ну кто-то там пытается нас разделить, пытался долгое время. Видимо, не хотелось бы, чтобы это получалось у них. Нельзя делиться на... Если ты хороший, крепкий мусульманин, сильно верующий, не называй сразу человека кафиром или там кем-то, причем человека мусульманина могут называть. Если ты больше ведаешь, больше знаешь, в твои обязанности входит красиво подойти, объяснить этому человеку. Если он что-то не понимает, то это уже не его проблема, по идее. Это проблема человека, который не понял. А у нас вот принято сразу отвернуться, так нельзя. Это кто-то ввел вот эту вакцину. И от этого же тоже разлад идет. Ну, в общем, я за объединение, за дружбу, за мир на Кавказе, чтобы всегда все было хорошо. Баракалла вам большое, Арслан Камилевич, за то, что сегодня с нами вместе были, уделили внимание. Нам очень приятно, что такой именитый, титулованный человек с нами сегодня был в нашем эфире. Я думаю, благодарные зрители еще посмотрят запись эфира здесь, в Телеграме и на YouTube-канале.
Конечно, сегодня немножко технические проблемы с эхо, с микрофонами, но и так далее, но тем не менее, я надеюсь, что это не последний наш с вами эфир. Мы еще сможем пообщаться по каким-нибудь конкретным картинам, и, возможно, когда-то будем пересекаться на совместных проектах, не только в рамках Кумук Сөзлюка, но еще и киношные истории. Так что, иншаллах, да, мы желаем вам, вот я от лица кумыкского народа возьму на себя смелость, тоже желаю вам, чтобы у вас были творческие успехи не только на поприще актерском, но еще на режиссерском, чтобы вы тоже примкнули к Махтибекову и вместе нашли это финансирование, чтобы двигать дагестанский кинематограф, кавказский кинематограф, транслировали наши ценности, духовность нашу и так далее, чтобы были такие вот хорошие проекты, сериалы на уровне, да, там, как вот делает Турция, к примеру. Они могут без поцелуев, к примеру, транслировать хорошее кино, делать, которое будет популярным. Это как вариант. Какой Да, вариант, да, правильно. да, вот. Всего вам доброго. Всем остальным слушателям тоже говорю. Yolg'arbuz dag'i juma xamisgun 9:30. Alloh buyursa. Ko'p sog' bo'ling'iz, barakalloh. Всем Ассаламу добра, алейкум. мира, здоровья. Был рад пообщаться со всеми. Всех благ вам. До скорых встреч. До скорых встреч, иншаллах. Мира и добра всем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату.